Так, далее на телеканале Якутия-24 мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, спорта, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составил 65 рублей 51 копейку. Евро остановилось на отметке в 71 рубль 24 копейки. Что касается обмена американской валюты в Якутске, то выгодный курс у Россельхозбанка. Покупают за 65 рублей 25 копеек, а продают за 65 рублей 77 копеек. Лучший курс по покупке и продаже евро у того же Россельхозбанка. Покупка 71 рубль ровно, продажа 71 рубль 55 копеек. Президент России Владимир Путин провел в Кремле очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию страны. Все они носят серьезный содержательный характер, сказал президент во время заседания. Глава государства подчеркнул, что полностью согласен с поправкой, касающейся права Конституционного суда оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории России решений международных институтов. По словам Владимира Путина, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета, а также пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела. При этом президент сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений. Что касается недопущения фальсификации истории, то я сам об этом много раз говорил. Если вы считаете необходимым и возможным в том виде, в котором вы предлагаете это сделать, думаю, вполне будет уместно обратить на это внимание, и на историческую правду, и на недопустимость фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества. Все чрезвычайно важно. Все ляжет в копилку общественного сознания. Пойдет на благо страны, безусловно. Но, значит, по поводу того, что кто-то хочет украсть у нас победу, ну, попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развивался? Этого никто не забудет. В текущем году материнский капитал проиндексировали впервые за последние 4 года. Теперь поддержку можно получить при рождении первого ребенка. Ее размер составит 466 617 рублей. Ежегодно около 800 тысяч семей получают сертификат на материнский капитал. Глава государства Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию отметил, что поддержка рождаемости в стране должна быть в приоритете правительства государства. О каких мерах поддержки идет речь, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Дима, тебе слово. Коллеги, здравствуйте. По новым правилам, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, материнский капитал теперь будут получать еще и матери, отцы-одиночки, а также лица, которые усыновили или взяли на воспитание детей. Так, при рождении и усыновлении первого ребенка родители могут получить 466 тысяч рублей, при рождении второго ребенка 616 тысяч рублей. А вот при рождении третьего ребенка государство будет частично погашать за семью ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей. Одним из обязательных условий для получения или участия в программе является то, что родители и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Также отметим, что якутяне могут получить дополнительный и региональный мат-капитал. Республиканская программа распространяется только при рождении второго и последующего ребенка, на сегодня сумма которого составляет 135 тысяч рублей, при рождении третьего и последующего ребенка 139 тысяч рублей. Теперь поговорим о том, как получить выплаты на мат-капитал в 2020 году. Чтобы получить материнский капитал, нужно подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Пинфонда. Подробные инструкции о том, куда обращаться и какие документы нужно предоставлять, размещены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. А как долго будет оформляться материнский капитал? Срок оформления сертификата на материнский капитал сокращен с 15 до 5 дней. Правда, если Пенсионному фонду потребуется уточнить кое-какие детали, то этот срок может быть продлен до 15 дней. Раньше это было месяц. Решение станет известно получателю мат-капитала уже через 1 рабочий день. Раньше на это требовалось до 5 дней. А период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней. Теперь расскажем, на что можно потратить материнский капитал в этом году.
Материнский капитал можно потратить на следующие цели: улучшение жилищных условий. Это подразумевается покупка строительства жилья или компенсация расходов на уже построенное жилье. Следующее – это оплата обучения детей. Можно оплатить услуги детского сада, школы или вуза. Следующее – это накопительная пенсия для матери. Средства маткапитала будут перечислены на формирование пенсионных накоплений матери. Следующим этапом является социальная адаптация детей-инвалидов. Речь идет о покупке товара и услуг, которые помогут ребенку адаптироваться в обществе. Следующий пункт – это получение ежемесячных выплат. Их могут получить семьи с невысокими доходами. И в 2020 году появился новый пункт. Это, получается, средства маткапитала можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. А вот просто обналичить маткапитал не получится. Это запрещено законом, дабы предотвратить неоправданную растрату семейного капитала родителями. Тут надо помнить, что материнский капитал тратят только в безналичной форме. Например, если материнским капиталом погашает ипотечный кредит, то пенсионный фонд переведет деньги на счет того банка, которому человек должен. Если напомнить сроки, то сама программа была продлена до 31 декабря 2026 года. В конце хочется отметить, что за весь срок работы программы по всей стране было выдано более 8,5 миллионов сертификатов. Основная масса денег ушла на обзаведение собственными квадратными метрами или на постройку жилья. По данным Пенсионного фонда России, квартирный вопрос по данному проекту решили более 5 миллионов российских семей. На этом у меня все. Дима, спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Между тем, дети-сироты при достижении 25-летнего возраста смогут получать жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей. Об этом говорится в проекте федерального закона, опубликованного Минпросвещения. Напомним, сегодня выпускники детдомов встают в очередь на жилье. Региональные власти обязаны выделить им квартиру из специального жилищного фонда. Но далеко не всегда это происходит вовремя, а порой заветных квадратных метров приходится ждать годами. Предлагается выдавать государственный жилищный сертификат, поясняют авторы законопроекта. Это именной документ, удостоверяющий право на однократное получение выплаты для приобретения в собственность жилого помещения. А премьер-министр России Михаил Мишустин проведет сегодня заседание правительства, на котором будут рассмотрены программы развития угольной промышленности России до 2035 года, а также ряд законопроектов и вопросов о выделении бюджетных средств. Более подробная информация у Нюргаяны Ивановой. Нюргаяна, приветствую. Ждем от тебя подробностей программы. Сергей, целью программы является создание условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, а также для укрепления их позиций на мировом рынке угля. Отмечу, что программа развития угольной промышленности разработана Минэнерго совместно с регионами и угольными компаниями. Это в эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргаяна Иванова. Минэкономразвитие, Минздрав, Минтруд, а также другие федеральные ведомства и госкорпорация Web.рф разрабатывают модель переселения жителей моногородов и оптимизации в этих городах жилищно-коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. Разработчики прогнозируют экономию в расходах местных бюджетов до 30%. В рамках проекта будет сформирована единая модель, которую моногорода смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения. Крупнейшие российские банки рассматривают варианты полного отказа от бумаги при заключении договоров с клиентами. Кредитные организации отчитались, что уже готовы к такой процедуре с технической точки зрения. Речь идет о постепенном и полном отказе от использования бумажных договоров при выдаче потребительского займа или оформлении кредитных карт. Сторонники такого шага подчеркивают, что с помощью полного перехода на электронные договоры банки смогут не только снизить издержки, но и сократить время оформления кредита или какого-либо другого продукта. Росстат получит 2 миллиарда 270 миллионов рублей на закупку планшетов для проведения всероссийской переписи населения. Деньги почти на 97,5 тысяч единиц техники правительство выделит из своего резервного фонда. Отметим, что всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября этого года. Граждане смогут принять в ней участие самостоятельно, заполнив анкеты на едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать как обычные бумажные бланки, так и планшеты со специальным программным обеспечением.
Парламент Якутии поддержал проект федерального закона о господдержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации. Одновременно был обсужден ряд предложений, которые направлены в Государственную Думу Российской Федерации. Отметим, что законопроект выступает дополнительной мерой поддержки предпринимательской деятельности. Предполагается, что новые инвестиционные проекты, которые запускаются в Арктике, смогут претендовать на налоговые льготы, пониженную ставку социальных выплат, инфраструктурную поддержку по аналогии с режимом ТОР. В Якутии внесли изменения в закон, касающиеся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь в многоквартирных домах им будут отводить до 25% квартир, а максимальную площадь такого жилья увеличили с 38 до 44 квадратных метров. Кроме того, изменения дают возможность заключать такой договор с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на новый 5-летний срок неоднократно, а не один раз, как это было раньше. Реконструкция 7 из 14 аэропортов арктической зоны России начнется в 2021 году. В 2022 году реконструируют еще 4. Все предусмотренные проекты должны быть завершены в срок до конца 2024 года. По части аэропортов предварительные работы уже идут. Так, в прошлом году начаты строительно-монтажные работы по аэропортам Нерюнгри, Алекминска, Семчана, Жиганска и Верхневилюйска. Кроме того, начаты проектно-изыскательские работы по аэропортам Магана, Полярного и Усть-Неры. Реконструкция аэропортов Севера проводится в рамках федерального проекта развития региональных аэропортов и маршрутов, который входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В авиакомпании «Якутия» прокомментировали заявление о банкротстве. Накануне компания «Аэрокарго Плюс» подала в арбитражный суд региона иск о признании Якутии банкротом. Как сообщили в авиакомпании, подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является ничем иным, как инструментом давления в гражданско-правовом споре. Сообщается, что Следственный комитет на транспорте и МВД проведут проверку законности возникшей задолженности. Если по результатам проверки задолженность признают обоснованной, то авиакомпания ее погасит. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Нургуяна, спасибо. Я напомню, это была Нургуяна Иванова с новостями экономики, а мы переходим к мировым новостям. Вспышка коронавируса в Европе продолжается. В выявлении заразившихся заявляют все новые страны, рассказывает Татьяна Гамозова. Коронавирус распространяется по Европе. Первый случай обнаружен в среду в Греции. По словам министра здравоохранения, это 38-летняя женщина, вернувшаяся из Италии. Власти проверяют ее контакты. О новом случае заболевания заявили в Германии. 25-летнего жителя Баден-Вюртембурга госпитализировали в понедельник с пневмонией. Дальнейшая проверка показала, что у него коронавирус. Он в критическом состоянии. Заболел молодой человек после поездки в Милан. Это уже 18-й случай в стране. Местные жители выказывают разную степень обеспокоенности в связи с распространением болезни. Вакцины все равно нет, так что надо ждать, ничего не поделаешь. Вот у тех, кто с ним общался раньше, явно проблемы. Если честно, мы начали ходить по магазинам, чтобы сделать запасы. Потихоньку готовимся, подождем до выходных, посмотрим, станет ли хуже. Лично я не очень беспокоюсь, не больше, чем при обычном гриппе. В Италии, ставшей очагом распространения вируса по Европе, десятки новых заболевших. Днем в среду количество инфицированных превысило 370 по сравнению с 3 в прошлую пятницу. Более 10 итальянцев скончались. О втором заболевшем сообщили в среду власти Мадрида. Оба пациента недавно вернулись из Италии. Болезнь затронула также Валенсию и Барселону. Остается закрытым на карантин 4-звездочный отель на Тенерифе, где жили итальянцы, у которых диагностирован коронавирус. Первый заболевший обнаружен в Швейцарии. По заявлению властей, 70-летний мужчина ездил в Милан еще 15 февраля. Спустя 2 дня у него проявились симптомы. Прошел проверку он только 24-го. Тест подтвердил коронавирус.
Двое скончались от вируса во Франции. Там подтверждено 17 случаев заражения. Всего в мире болеют более 80 тысяч человек. Умерли более 2700. Американские ученые заявили во вторник о создании предварительной версии вакцины от коронавируса. Ее испытания на людях начнутся через 1,5 месяца, в апреле. На неофициальной ноте британский принц Гарри в среду начал заключительный этап исполнения королевских обязанностей, попросив, чтобы аудитория, слушающая его речь об экологическом туризме в Эдинбурге, впредь называла его просто по имени, рассказывает Анастасия Дмитриева. Менее чем через 5 недель принц Гарри перестанет носить все свои королевские титулы, хотя, похоже, он от них уже отказался. Внук Ее Величества Елизаветы II в среду посетил в Эдинбурге церемонию открытия кампании по развитию экологического туризма. Перед выступлением модератор и бывший советник Министерства труда Айша Хазарика сообщила о необычной просьбе герцога Сассекского. И, конечно, собраться всем вместе сегодня нам помог его королевское высочество герцог Сассекский, который хочет сказать несколько слов перед началом рабочего дня. И он ясно дал понять, что мы все должны называть его просто Гарри. Так что, дамы и господа, пожалуйста, окажите Гарри настоящий теплый шотландский прием. Тревелист – это новая инициатива герцога Сассекского, которая поможет популяризировать экотуризм в Европе и во всем мире. Участием в этом мероприятии Гарри приступил к последнему раунду своих обязанностей в качестве одного из старших членов британской королевской семьи. В пятницу он также должен посетить студию на Эбби-Роуд в Северном Лондоне, где Битлз записали 11 из 13 своих альбомов. Там Гарри встретится с певцом Джоном Бон Джови и хором Invictus Games, которые записывают сингл для благотворительного мероприятия. Гарри и Меган в течение нескольких недель оставались в Канаде со своим сыном Арчи. По сообщениям СМИ, принц вернулся на родину во вторник. Его поездка в Великобританию началась после того, как на прошлой неделе стало известно, что он и Меган больше не смогут использовать приставку «королевский» в своем имени. На прошлой неделе Букингемский дворец согласил, что все полномочия принца Гарри и Меган Маркл прекратят действовать 31 марта. Тем не менее, в ближайший месяц они совершат несколько выходов в свет по личной просьбе королевы Елизаветы II. В Тбилиси накануне открыл свои двери Холозиум, от английских слов «холограмм» – голограмма и «мюзиум» – музей. Копии картин одного из самых ярких представителей наивного искусства Нико Пиросмани и еще несколько работ Ван Гога и Мунка буквально оживают на стенах здания в историческом центре грузинской столицы. В Тбилиси открылся первый в стране музей голограмм «Холосеум». Там можно увидеть не просто 3D-копии шедевров мирового искусства, но еще и в анимированном формате с музыкальным сопровождением. Начинается путешествие с работ Нико Пиросмани. Родившийся в 1862 году художник-самоучка стал одним из крупнейших мастеров-примитивистов. Он, по убеждению искусствоведов, как никто другой, передает атмосферу родного края и культуру своего народа. Мастер умер в 1918 году в безвестности и нищете, но его картины ценятся и спустя столетия. Помимо Пиросмани, экспозиция включает работы нидерландского художника Винсента ван Гога и норвежского Эдварда Мунка. В Холосеум используется 120 проекторов. По словам арт-директора, запуск выставки сопровождался множеством трудностей. Проект сложный с технической точки зрения. Самым трудным было 3D-моделирование, чтобы перенести изображение на стены. Поэтому нам понадобились мощные, дорогостоящие компьютеры. Процесс был длительным. Мы провели много бессонных ночей. Музей расположен в старом городе на улице Бетлеми. Экспозиция открыта для посетителей с 10 до 22 часов. Цены на билеты для взрослых стоят 19,5 лари, то есть примерно 450 рублей. Для пенсионеров и студентов вход на 5 лари дешевле, около 330 рублей. Она любит музыку и получает от этого удовольствие, представляя свою страну на музыкальных конкурсах. Подробнее о юном даровании 11-летней студентки Женевской консерватории расскажут наши коллеги. Риман Саидова из Азербайджана стала самой молодой студенткой Женевской консерватории в Швейцарии. Мне нравится
нравится участвовать в конкурсах. Это интересно и как-то, знаете, азартно. Я больше всего люблю классическую музыку, но я люблю, в общем, музыку я люблю любую. Главное, чтобы это была музыка. И мы с мамой часто по вечерам слушаем нашу национальную азербайджанскую музыку. Она мне тоже очень нравится. Да, всякая музыка мне нравится. Я хотела бы стать профессиональной пианисткой и представлять Азербайджан на больших сценах и представлять его достойно. И, в общем, я хочу играть, не просто играть, а играть хорошо и получать от этого удовольствие. До этого Лиман обучалась в Баку в детской музыкальной школе номер 35 имени Георгия Шароева. Но все изменил один конкурс. Как рассказал профессор Женевской консерватории Сергей Минштейн, он впервые встретил Лиман на конкурсе имени Игумнова. Потом девочка посетила мастер-класс Минштейна, и профессор приютил юное дарование обучаться в Женевскую консерваторию. Она мне очень понравилась, и, по-моему, вроде как бы и я ей понравился. Вот. И так случилось, что у нее появился шанс приехать в Женеву и продолжать обучение в Женевской консерватории у меня. Минштейн говорит, что у Лиман поэтическая душа, что редко встречается у музыкантов. Если она будет развиваться так, как она развивается пока что, она может стать очень интересным явлением музыки, надеется профессор. Одним словом, наверное, очень трудно. Вот у меня два слова для нее. Одно слово «солнышко», а второе слово «поэзия». У нее очень поэтическая душа. А поэтические души у музыкантов не так уж часто встречаются. И если она будет развиваться так, как она развивается, пока что она может стать каким-то очень интересным, мне кажется, явлением в музыке. По данным средств массовой информации, Лиман занимается на фортепиано по 5-6 часов в день и уже является лауреатом международных конкурсов в Турции, Австрии, Германии, России и других стран. Идем далее и возвращаемся в нашу страну. Спасатели приостановили поиск на море двоих пропавших детей из-за ухудшения погоды. Поисковые работы на берегу продолжаются. По информации МЧС России по Краснодарскому краю, во вторник вечером поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское и были снесены в море потоком воды. Спасатели незамедлительно выехали на помощь. Из-за шторма выход в море был невозможен, поэтому поиски велись на берегу всю ночь. Утром для поиска пропавших детей вылетел вертолет К-32 со спасателями на борту. Позже в море вышел катер. Сообщается, что всего в поисковые работы вовлечены более 200 человек. На месте работает следственная группа. Спасатели исследовали 24 километра береговой линии. Авиация МЧС России провела облет более 12 тысяч квадратных метров. А в Казахстане самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска после сообщения о проблемах с двигателем. В результате произошедшего пострадали 4 человека. При посадке самолета произошло возгорание двигателя. На борту находилось 5 человек, 2 летчика, бортпроводник и 2 медицинских работника. Обошлось без жертв, как сообщает заместитель руководителя филиала Центра медицины и катастроф по Восточно-Казахстанской области. 4 пострадавших госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники ФСБ задержали в Саратове 2 подростков 2005 года рождения, которые готовили массовое убийство в одной из школ города. У подростков обнаружили обрез охотничьего ружья, а также инструкции по приготовлению зажигательной смеси. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет Александр Хавренко. Александр, приветствую. Известны ли какие-то подробности? Приветствую, Сергей. Да, как объяснили сами задержанные, ими двигало чувство мести. Также юноши состояли в сетевых сообществах, пропагандирующих идеологию суицида и массовых убийств.
Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Подростки, подозреваемые в приготовлении к вооруженному нападению на школу, заключены под стражу. В среду двум юношам, подозреваемых в подготовке к вооруженному нападению на школу, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подростки будут находиться под арестом до 25 апреля. Ранее, в этот же день, сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили о задержании в Саратове двух подростков, планировавших массовую атаку на учебное заведение. Молодые люди 2005 года рождения признались, что из-за мести готовили убийство примерно 40 человек. Нападение планировалось на май 2020 года. Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. В ФСБ сообщили, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых нашли в интернете. В ведомстве добавили, что молодые люди состояли в сетевых сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц». Расследование уголовного дела продолжается. Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес своей супруге более 10 ударов осколком разбитого стакана по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. В ходе предварительного следствия, согласно заключению комплексно-судебной психико-психологической экспертизы, у мужчины обнаружены признаки психического расстройства, вследствие чего он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Постановлением суда мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Прокуратура Якутска провела проверку соблюдения федерального законодательства в автономной некоммерческой организации по социальной защите людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста «Алгыс». По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение», то есть хищение чужого имущества, вверенного обвиняемому с использованием служебного положения. Согласно материалам проверки прокуратуры, вопреки требованиям федерального закона о некоммерческих организациях, целям деятельности ОНО «Алгыс» по социальной поддержке людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста с предоставлением проживания, в организации в отсутствие какого-либо целевого и правового обоснования осуществлялось неправомерное снятие со счетов денежных средств, их перевод на личные счета частных лиц, расходование на цели, не соответствующие целям создания и деятельности организации. В дежурную часть 4-го отдела столичной полиции обратилась жительница Якутска и сообщила, что неизвестный мужчина повредил ее автомобиль Honda Fit. Выяснилось, что на парковке между женщиной и мужчиной произошел конфликт, вследствие которого мужчина-водитель ударил рукой по машине заявительницы, разбив при этом боковое стекло автомобиля и скрылся с места преступления. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное с хулиганских побуждений». Теперь вспыльчивого автомобилиста ждет наказание сроком до 2 лет лишения свободы. 2 десятка гостей, ехавших на свадьбу, погибли, когда их автобус упал с моста в реку в индийском штате Раджастан. Подробности рассказывает Татьяна Гамозова. Более 20 человек погибли на северо-западе Индии, когда автобус, который вез гостей на свадьбу, рухнул с моста в реку. Инцидент произошел в среду на скоростной трассе в штате Раджастан. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По меньшей мере 24 человека погибли, 5 отправлены в больницу, еще 5 не пострадали. Очень серьезная авария. Дороги Индии входят в число наиболее опасных в мире. Согласно последним доступным официальным данным, только в 2017 году в стране произошло почти 500 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 148 тысяч человек. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо. Я напомню, это был Александр Хавренко, а мы продолжаем нашу программу. В Якутске проходит 4-й этап республиканской акции «Безопасный лед». Она стартовала в ноябре. Каждую последнюю неделю месяца сотрудники МЧС, пожарные, спасатели, ГИМС, правоохранители и органы местного самоуправления проводят профилактические мероприятия по безопасному поведению людей на водных объектах. Сейчас на катке на Сайсарском озере находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, приветствую. Расскажи, как проходит акция.
Здравствуй, Сергей. Да, сейчас мы находимся на Сайсарском озере, на катке, который в народе называется «Под мостом». Несмотря на по-весеннему теплую погоду, сейчас здесь совсем немного людей, но тем не менее именно эти теплые дни стали основной причиной проведения 4-го этапа акции «Безопасный лед». Сотрудники МЧС, ГИМС, спасатели переговорили с людьми, которые сейчас катаются здесь. Эта акция проходит по всей республике. В ней участвует около 1500 сотрудников специальных ведомств, а также власти муниципалитетов. Сейчас в Якутске функционирует 4 подобных катка на водных объектах, но уже весной планируется открытие 12. Основное условие открытия катка на водном объекте – это безопасность, то есть в данном случае толщина льда. Для согласования такого катка необходимо, чтобы толщина льда составляла порядка 30-35 сантиметров. Как нам сообщили, здесь на Сайсарском озере толщина льда составляет порядка 65-70. То есть выход на лед для массового катания людей здесь безопасен. Эти теплые дни обернулись проблемами на дорогах Якутска. То есть сейчас гололед, местами пробки, особенно это касается больших перекрестков. По сообщению метеорологов, эти теплые дни продлятся еще на протяжении 1,5 недели. Самая теплая погода ожидает нас 7 марта. Тогда метеорологи прогнозируют около 8 градусов холода. А сейчас давайте послушаем, что нам сообщили сотрудники ГИМС. Акции повышают грамотность общества, населения по правильному поведению на водных объектах. В каких местах нельзя отдыхать, в каких местах нельзя выезжать, ну и общие правила. С наступлением уже теплой погоды будет повышаться риск провала людей и техники под лед. В связи с этим данная акция будет актуальна. В завершении хотелось бы отметить, что 4-й этап акции продлится до 1 марта. Всего же акция будет состоять из 6 этапов. То есть она пройдет еще в последнюю неделю апреля и в последнюю неделю марта. На этом у меня вся информация. Сергей. Юра, спасибо за исчерпывающую информацию. Об акции «Безопасный лед» рассказал наш корреспондент Юрий Осипов. Переходим к спортивной теме. Титулованный фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания, проплыв 180 метров подо льдом. На кадрах, снятых организаторами заплыва, видно, как Молчанов погружается под лед. На некоторых участках дистанции спортсмену пришлось плыть лицом вверх. Молчанов использовал моноласт, а также не взял с собой ни трубку, ни баллон с воздухом. Погружение под воду и заплыв прошли успешно. Новый рекорд Гиннесса зафиксировал судья Международной ассоциации развития фридайвинга Виктор Францов. Прошлый рекорд принадлежит французу Артуру Гуаран-Бойери, который в 2017 году проплыл подо льдом на 5 метров меньше. Никогда не поздно сдать нормативы ГТО. Это на своем примере доказал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Орла Абрам Миркин. Он регулярно занимается физкультурой и выходит на прогулки. О возможности сдать нормативы ветеран узнал из газеты. Он прочитал, что 85-летняя россиянка справилась на отлично и решил попробовать получить золотой значок сам. Сейчас ветеран продолжает вести здоровый и активный образ жизни, и помогает ему в этом 2 сыновей, 3 внуков и 5 правнуков. Я там прочитал статью о том, что в Воронеже 85-летний ветеран выполнила норму ГТО на золотой знак. И приводится там данные, какие нормы нужно сдать на значок. Я почитал, смотрю, что 4 нормы я каждый день делаю на своей зарядке. Я думаю, да смех, пойду попробую, может быть, я выполню остальные, которые там есть. Почитал, что я думаю, что я способен выполнить.
Продолжаем спортивную тему. В Мирном прошел первый в этом году этап молодежной спартакиады «Спортфест» «Алмазный дельфин». Традиционно в феврале молодые специалисты «Алроса» встречаются на дорожках плавательного бассейна. Соревнования собирают десятки участников и болельщиков. Кому на этот раз удалось выйти сухим из воды и не проиграть, узнавала Анна Брянская. Мы болеем за Вилюйскую ГРЭ. Команда молодцы. Команда «Компас». Мы желаем им победы и успехов. Я болею за команду «Солянка» города Мирнинского горно-покорительного комбината. Это сборная команда, потому что она очень сплоченная команда. С каждого предприятия взяли лучшего, и они по-любому победят, я в них верю. За КСК. А я за своего брата. А почему считаете, что именно они должны победить? Потому что они заняли первое место на спартакиаде летом. Кажется, что болельщиков здесь больше, чем самих участников команд. Корпоративные флаги и самодельные плакаты с поддерживающими лозунгами. Сами участники разной степени подготовки. Скажите, как долго готовились? Целых 2 тренировки у нас было до этого. Но ребята у нас есть, которые все время ходят, плавают. Все конкурсы на силу и выносливость. Например, доплыть до надувного матраса, вскарабкаться на него. Причем всей командой. Затем, не потеряв ни одного участника, добраться до финиша. И таких конкурсов на воде 6. 10 команд из подразделений компаний по очереди преодолевают водное пространство. В перерывах между заданиями игроки еще раз проверяют условия. Здесь важна не только скорость, но и соблюдение правил. Соревнования «Алмазный дельфин» проходят ежегодно в рамках спартакиады молодых специалистов «Спортфест». Победа в «Дельфине» – это не только кубки и грамоты, но и общий зачет для дальнейшего участия. Каждый раз занимают разные команды, потому что в зависимости от подготовки команды, кто как подготовился, заранее начинали тренировки или нет, тут не скажешь, что какая-то команда постоянно занимает победное место. По итогам соревнований с лучшим результатом на первое место вышла команда «Феникс» от КСК. За ними с отрывом всего в 23 секунды на втором оказалась команда «Компас» из Вилюйской геологоразведочной экспедиции. И тройку лидеров замкнули специалисты «Алроса» спецбурения. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Особая физкультура для особенных детей. В Нерюнгри учитель по физподготовке разработал программу по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На прямой связи с нами с урока в школе номер 15 находится наш коллега Сергей Козюра. Сергей, приветствую. Ждем от тебя подробностей занятий. Да, Сергей, здравствуй. На первый взгляд это выглядит как настольная физкультура, так как программа рассчитана на детей, освобожденных от нагрузок. Главный акцент здесь приходится на развивающие игры. Ну а что это за игры, мы узнаем у непосредственного автора этой методики Александра Винокурова. Александр Ильич, добрый день. Ну расскажите, как пришла идея о создании такой программы? Ну, идея пришла 6 месяцев назад. И вот, чтобы заинтересовать детей с ограниченными возможностями здоровья, вот, и придумали вот такие настольные игры, чтобы дети дополнительно занимались вот, физкультурой. Ну а что это за игры, откуда они взялись, кто их изготавливает? Ну, игры изготавливают ученики 6 А класса, а некоторые игры берем с интернета, а некоторые придумали сами. То есть, получается, сами учащиеся еще и готовят? Да, да. Угу. Ну, а теперь немножко о правилах нам расскажете, как дети это воспринимают все. Правила расскажет вот ученик 4 В класса Ермоленко Саша. Саша, Ермоленко, ну-ка, здравствуй, Саша. Здравствуйте. Что это за игра? Это расскажи. Игра в футбол. Мы называем так. Это игра для 2 игроков. Я сейчас играю с Владом, он мой одноклассник. На эту игру дается 1 минута. И вы должны забить мяч. На чужую территорию залазить нельзя. Кто больше забьет голов, тот и выиграл. А когда время кончается, уже все, мяч трогать, получается, нельзя. Нельзя стоять вот так. Или вот так вот, специально ходить здесь. А у вас есть, Саша, уже какой-то чемпион среди вот ваших учеников? Ну, так, 50 на 50. Мы оба хороши. На пока ничья. Идете, да? Да, пока на равных. Спасибо, Саша, удачи тебе. Александр Ильич, можно вас еще на минутку? Скажите, пожалуйста, ну как вы видите перспективу развития данной методики? Ну, перспектива хорошая. Мы планируем провести школьные соревнования и выйти на район. Именно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Провести соревнования. Да, провести соревнования.
Ну что ж, спасибо большое, Александр Ильич. Надеемся, что мы увидим детей с медалями и с кубками. Все-таки это не зря. Ну, а пока данная программа проходит обкатку в школе номер 15 и уже взята на заметку общеобразовательными учреждениями Нерюнгринского района. Сергей. Сергей, спасибо. Действительно, будем надеяться, новые игры выйдут за пределы Нерюнгринского района. Я напомню, Сергей Козюров в прямом эфире рассказал о новой программе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Идем далее. Новый трофей победителя чемпионата России по футболу представлен в Москве. Кубок не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом российской премьер-лиги. Подробности нового кубка расскажет Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, приветствую. Напомни, кому принадлежал прошлогодний трофей чемпионата. Здравствуй, Сергей. Предыдущая версия чемпионского клуба вручалась с сезона 2014-2015 года, когда победителем стал санкт-петербургский клуб «Зенит». Последним его обладателем также стал клуб из Санкт-Петербурга, для которого чемпионский титул 2018-2019 стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, трофей перешел «Зениту» на вечное хранение. Но на текущий момент в турнирной таблице чемпионата России после 19 туров, набрав 45 очков, лидирует никто иной, как санкт-петербургский клуб, что не исключает вероятность того, что кубок достанется снова петербуржцам. Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над испанским «Реалом» в Мадриде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус и Кевин Де Брюйне. Де Брюйне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах. Нападающий «Реала» Карим Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов в составе «Реала», став 6-м игроком команды, достигшим данной отметки. На 86-й минуте с поля был удален защитник «Реала» Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало 4-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. У проигравших отличился Иско. Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере. Россияне Михаил Азаренко и Юлия Эйдейзен заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущимся мишеням среди смешанных команд на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве. В поединке за золотую награду российские спортсмены одержали победу над украинцами Игорем Казимой и Галиной Авраменко со счетом 6-4. Азаренко, который ранее на турнире выиграл серебряную медаль в личном первенстве, является чемпионом и бронзовым призером мирового первенства 2018 года. Также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2016 года. Эйдензен завоевала золото чемпионата мира 2014 года и бронзу мирового первенства в 2018. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Российская теннисистка является победительницей 36 турниров женской теннисной ассоциации. В одиночном разряде и еще 3 титула она завоевала в парном разряде. 5 раз выигрывала турнир серии «Большого шлема», 2 раза открытый чемпионат Франции и по 1 разу открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и открытый чемпионат США. Свою первую победу на турнире серии «Большого шлема» Шарапова одержала в 2004 году, сенсационно обыграв в 17-летнем возрасте 6-кратную чемпионку мейджоров, американку Сирену Уильямс. Свой последний турнир в карьере Шарапова выиграла в китайском Тяньцзине в октябре 2017 года. А последний матч провела в январе 2020, где уступила в первом круге Австралия Open Доне Векич. Шарапова 5 раз поднималась на первую строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. В общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга. С 2008 по 2015 год она провела за сборную России в Кубке Федерации 8 игр, в которых одержала 7 побед. На данный момент Мария Шарапова пока не объявила, чем хотела бы заниматься после завершения карьеры. Также о своем уходе из спорта объявили призеры Олимпийских игр в фигурном катании Наталья Забияка и Александр Энберт, выступавшие в паре с 2015 года. 30-летний Энберт и 25-летняя Забияка являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионата мира. Также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате
России в 2018 году пара заняла второе место, и на 2 предыдущих национальных первенствах фигуристы завоевали бронзовые награды. Одна из причин такого решения – проблемы со здоровьем Александра Энберта. Из-за этого фигуристы в прошлом сезоне пропустили чемпионат Европы, а в нынешнем отказались от участия в серии Гран-при и в чемпионате России. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Это была Полина Долинская с новостями спорта. А мы продолжаем нашу программу. Далее в Якутске 1 марта с размахом отметят Масленицу. Угощения, театрализованные представления, конкурсы – это далеко не все, что ждет жителей и гостей столицы. Сейчас на месте празднования Масленицы находится наш корреспондент Анастасия Кобзева. Узнаем у нее, как идет подготовка. Настя, привет! Ждем от тебя подробностей. Сережа, я тебя приветствую. Действительно, 1 марта мы уже отметим Масленицу. Но перед этим хочу сказать, что Масленица – это проводы зимы. И мы наконец-то встречаем весну, которую мы так всегда очень долго ждем. Но, как видим, что зима, к сожалению, пока отступать не хочет и дарит нам вот такие вот капризы в виде снега. Но не стоит расстраиваться, потому что в воскресенье, уже 1 марта, синоптики обещают, что снега не будет и будет светить очень яркое солнышко. Ну а теперь переходим непосредственно к тому, что будет происходить 1 марта. Кстати, как ты уже сказал, мы находимся в старом городе. Именно здесь пройдут основные гуляния. Вот за моей спиной вы видите 7 вот этих домиков. Здесь будет организована ярмарка товаров народного творчества. Начало ярмарки в 10:00. Затем здесь гостей будут угощать и блинами, и сушками, и баранками. Ну а тех, кто замерзнет, будут угощать горячим и сладким чаем. Но и это далеко еще, Сергей, не все. Здесь также будет организовано театрализованное представление. Здесь будут выступать различные музыкальные коллективы. И это еще не все. Конечно же, по традиции здесь пройдут спортивные состязания, соревнования на силу. Все будет как на Руси. Например, будет такое соревнование, как перетягивание каната. Ну и это еще не все, потому что вот сейчас я плавно подхожу к зданию Кружала. Именно там в воскресенье, 1 марта, пройдет конкурс блинов. Будут выбирать самый вкусный, самый круглый, самый тонкий блин. Вот давайте послушаем организаторов, что они нам рассказали про этот конкурс. В рамках народного гуляния «Масленица» в Кружала будет проходить блинные конкурсы. Традиционно блинный стол, где будут участвовать пригороды, все округа города. И в этом году даже изъявили желание родители одного из ансамблей танцевальных. То есть очень приветствуется. Среди блинных столов будет проводиться конкурс самый, значит, кружевной блин, самый тонкий, самый большой, самый толстый и, конечно же, на блинную стопку. Далее будет проводиться конкурс, ожидаемый уже всеми жителями, самый вкусный, это блиноед, то есть на поедание. Конечно же, будет конкурс проводиться на выпекание блинов. Будет много игр, песен, плясок, поэтому ждем всех на наше празднование Великой Масленичной недели. Сережа, ну и какая же Масленица без чучела? Так вот, эту куклу уже сделали. Говорят, что это довольно-таки была кропотливая работа. И в высоту эта кукла будет составлять примерно 2,5 метра. Вот давайте также послушаем, как ее создавали и из чего ее сделали. Символ нашего праздника – это вот масленичная наша кукла. Масленичная кукла, она делается очень долго. Во-первых, она придумывается эскиз, из какого материала, потому что это, скажем, что не кропотливая, но очень трудоемкая работа. Очень трудоемкая, потому что тут на механизм внутри этой куклы, да, чтобы она хорошо держалась, не падала на людей, там, ну, в целях безопасности. Ну и, конечно же, она должна быть красивой.
Ну и, Сережа, также напомню, что празднование начнется 1 марта в 10 часов, а в завершении праздника состоится такой масштабный флешмоб, который называется «От боярыни до хип-хопа». Говорят, что участие в этом танце нужно принять обязательно, потому что, танцуя, мы оставим все то плохое, что было в этом году. Ну и еще, конечно, Сережа, не могу не сказать, что надо пользоваться моментом. Сейчас активно есть блины, даже те, кто сидит на диете, потому что такой возможности больше не представится, потому что впереди у нас 40-дневный пост, и будет уже не до блинов и не до танцев. Ну а мы, Сережа, сейчас с тобой прощаемся и с телезрителями, потому что мы сейчас решили помочь в организации этого праздника, так сказать, внести свою лепту, поэтому на этой минуте у меня пока все. Настя, спасибо большое за очень вкусный и содержательный рассказ. Я напомню, Анастасия Кобузева в прямом эфире рассказала о подготовке к Большой Масленице в ближайшее воскресенье. И в завершении коротко о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. В Алдании пасмурно, температура воздуха минус 9 градусов, небольшой ветер 1 метр в секунду. В Ленске чуть холоднее, на 1 градус, минус 10. И переменная облачность, штиль, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Мирном солнечно, 12 градусов ниже нуля, скорость ветра 1 метр в секунду. 11 градусов со знаком минус в столице Южной Якутии, Нерюнгри, ветер 1 метр в секунду, из облаков периодически выходит солнце. И в Якутске, как и в Нерюнгри, минус 11 градусов ниже нуля, обильно идет снег, ветер не наблюдается. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.